Интервью в эфире башкирского спутникового телевидения. Обсуждаем поправки в Конституцию России вместе с депутатом Госдумы от Башкортостана Рафаэлем Марданшиным. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте. Здравствуйте. Проголосовали ли вы и как вы оцениваете поправки в Конституцию, весь этот пакет? Конечно, я проголосовал уже досрочно, воспользовался той возможностью, которая была предоставлена в соответствии с принятым решением, что наши граждане могли голосовать за неделю раньше того срока, на который было назначено голосование, а именно на 1 июля было назначено, а с 25 июля уже можно было прийти на избирательный участок и досрочно проголосовать. Вот этим правом я воспользовался, проголосовал и выразил свою поддержку тем поправкам, которые предложены в Конституцию, потому что эти поправки, они своевременные, можно сказать, актуальны, продиктованы текущей ситуации и направлены в первую очередь, конечно, на укрепление суверенитета нашей страны, на социальную защищенность ее граждан, на то, чтобы более четко прописать те полномочия и президента, и Совета Федерации, и Государственной Думы, и в том числе и закрепить в Конституции межгосударственные отношения, а именно отношения между государственной властью и муниципальной властью, и предметы совместного ведения государственной власти и субъектов Российской Федерации. Поэтому вот эти все нюансы, все поправки в Конституции закрепляются. И, конечно же, они, как я уже говорил, направлены на то, чтобы в целом нашу систему сделать, систему государственной власти сделать сбалансированной. Ну, вы в том числе курируете и бизнес, сферу предпринимательства. Как вы оцениваете инновации в этой сфере, которые предлагаются для обсуждения россиянам? Ну, я бы сказал так, я не курирую бизнес, я являюсь председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Республике Башкортостан. И, конечно, мне проблемы бизнеса известны, и то, что в Конституции этот вопрос тоже закрепляется, а именно правительство наделяется дополнительными полномочиями, то по содействию развитию предпринимательства в Российской Федерации и содействию развитию частной инициативы. Вот это будет прям прописано в Конституции, если эти поправки будут приняты. Хорошо. Вы проголосовали в Москве. Да. Как вы оцениваете соблюдение санитарной безопасности? Это был один из ключевых вопросов здесь при подготовке голосования, да? И вот Башкортостан получил 300 миллионов рублей на обеспечение средствами индивидуальной защиты как голосующих, так и членов УИКов и ТИКов. Как вы оцениваете эту работу? Ну, на самом деле такая подготовительная работа проведена, я думаю, на всех избирательных участках, потому что уже при подходе к избирательному участку уже есть ограничительные линии. В случае, если большое количество людей будет приходить на избирательный участок, чтобы они соблюдали установленную дистанцию. Во-вторых, при входе на избирательный участок имеется в наличии и перчатки, и защитные маски, которые гражданин, если у него их нет, он может воспользоваться, и дальше уже идет непосредственно на сам избирательный участок. И вот те рекомендации, которые были прописаны, они все, по крайней мере, когда я приходил, они соблюдались. И это дистанция к члену участковой комиссии, когда не нужно даже ему паспорт в руки давать, а на расстоянии это нужно показывать. Ну вот, хотел бы сказать, что людей было на избирательных участках, на этом избирательном участке немного, но они были, и они шли практически сплошным друг за другом. Поэтому я для себя отметил, что все-таки наши граждане, многие, думаю, воспользовались этой возможностью досрочно проголосовать за поправки в Конституцию. Рафаэль Мирхатимович, давайте продолжим детально обсуждать непосредственно поправки. Вот новая схема власти, она будет публичной, подразумевает и то, чтобы защитить власть от ошибок. Как вы считаете, это возможно на это рассчитывать? Ну, я бы хотел сказать, что многие нормы, которые регулируют деятельность нашей государственной власти, они уже закреплены в законах. Но теперь предложено часть из них закрепить и в основном нашем законе, в Конституции Российской Федерации, чтобы эти правила были незыблемые и чтобы под конъюнктуру различную вот эти
правила и законы не менялись. Поэтому, да, прописывается четко полномочия субъектов Российской Федерации, предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и прописываются полномочия местного самоуправления. И вот когда мы говорим вопросы публичной власти, вот как раз и подразумевается, что не просто государственная, у нас же власть государственная и муниципальная, а сейчас у нас появился в Конституции вот этот новый термин «публичная власть», когда подразумевается, что это и федеральная, и субъекты Российской Федерации, и местное самоуправление. Вот это они в основе составляют свою публичную власть. И в Конституции как раз закрепляется положение о том, что органы государственной, федеральной, местной и субъектовой власти, они взаимодействовали между собой, и прописаны полномочия, в соответствии с которым что может субъект Российской Федерации делегировать местному самоуправлению, что может быть делегировать федеральная власть, субъект местному самоуправлению. Но в то же время там четко прописывается, что если передаются государственные полномочия на муниципальный уровень, то это обязательно должно подкрепляться финансированием и соответствующими материальными ресурсами. Поэтому это тоже в Конституции четко прописано. Поэтому я думаю, что когда такое положение уже будет закреплено и в Конституции, такие случаи, когда на муниципальный уровень передают различные полномочия, но не подкрепляют финансами и материальными ресурсами, и получается, что местная власть, такие случаи, когда местная власть оказалась между двух огней, когда сверху спускались полномочия, а снизу требовали их исполнения. Но местная власть оказалась не способна это сделать. Поэтому вот эта вот поправка, она закрепит необходимые полномочия по передаче вот этих средств. Также предлагается прописать в Конституции социальную обеспеченность, это индексация пенсий, социальных выплат. Как вы считаете, почему это действительно важно? Ну, это важно в первую очередь для того, чтобы эти нормы, они были незыблемыми, так скажем. Да, у нас эти положения уже есть в федеральных законах. И у нас в федеральном законе есть и о том, что заработная плата работников не должна быть ниже минимального прожиточного уровня, что ежегодная индексация пенсии должна быть. Но законы поменять легче. Если это прописано в Конституции, что это дает? В Конституции это уже сложно будет поменять. И правительство, несмотря ни на какие обстоятельства, обязано будет вот эти нормы выполнять. И не ссылаясь ни на какие трудности, на отсутствие финансирования, это уже конституционная норма, которая обязательно к исполнению будет. Незыблемость границ страны – это еще один из вопросов. Как вы можете прокомментировать этот пункт? Это очень важная поправка. И незыблемость границ, и запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, и даже призывы к отчуждению части территории Российской Федерации. Это как раз поправка направлена на укрепление суверенитета Российской Федерации, на то, что она уже, невзирая на то, что есть у нас попытки ряда государств, которые пытаются предъявить права на какую-то часть территории Российской Федерации, и порой бывает, что идут обсуждения, и периодически эти вопросы и на правительственном уровне обсуждаются. И есть, конечно же, в зависимости от конкретной ситуации, определенный риск есть, что какая-то часть территории в какой-то момент могла бы быть и передана. Поэтому после того, как это будет закреплено уже окончательно в Конституции, такого, конечно же, не произойдет. И вторая норма, которая тоже, на мой взгляд, очень важная, это приоритет российских законов над международными законами, договорами и законами и решениями судов иностранных государств. Если решения иностранных судов и международных договоров противоречат Конституции Российской Федерации, то после принятия вот этих поправок в Конституцию они не будут действовать на территории Российской Федерации. И последний вопрос. Есть люди, которые сомневаются, идти на голосование или нет. Что вы можете им сказать? Я хотел бы сказать, конечно, надо идти, потому что все-таки это историческое событие. Это гражданин участвует в
определение пути развития своей страны, и причем на долгие годы. Последний раз такое всенародное голосование по праву в Конституцию у нас было в 1993 году, 27 лет назад. Какой новый путь, который мы выбираем? Новый путь – это самостоятельность Российской Федерации, полная самостоятельность. Плюс это социальная ориентированность нашего государства, направленность на улучшение жизни ее граждан. Даже в Конституции прописали, что дети являются основным приоритетом государственной политики Российской Федерации. Это тоже очень важная поправка. Она говорит о том, что Конституция направлена на то, чтобы наши граждане чувствовали себя в своей стране комфортно и были уверены в своем будущем. Спасибо большое, Рафаэль Мирхатимович. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения был депутат Госдумы от Башкортостана Рафаэль Марданшин.